Добрый вечер. После долгого перерыва в прямом эфире Сибайской студии телевидения программа «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость нашей студии – главный врач Центральной городской больницы Азамат Хайдарьянович Ахмадуллин. Добрый вечер, Азамат Хайдарьянович. Добрый вечер, Алина. Добрый вечер, сибайцы. Да. Наконец-то мы вас дозвались к нам в гости. Сразу скажу, что вопросов будет очень много. Кстати, друзья, вы можете задавать свои вопросы по телефонам прямого эфира 5 14 94 и 5 14 95. Также в нашей группе ВКонтакте создан пост. В комментариях к этому посту вы можете оставлять свои вопросы. Мы обязательно постараемся озвучить максимум посланий, но сами понимаете, что время нашего эфира ограничено, поэтому имейте это в виду. Сразу сходу в карьер. Азамат Хайдарьянович, вы пришли на этот пост в довольно непростое время. Прошло более полугода с того времени, как вы стали главным врачом Центральной городской больницы Сибая. Что сделано за это время? Какие изменения произошли и чему вы наибольшее внимание придавали? В первую очередь хотел сказать спасибо за приглашение, потому что это очень актуально, я считаю. А в плане работы, то есть это в первую очередь качество и доступность нашего населения к медицинской помощи. То есть вот эти моменты, за счет чего? Это в первую очередь кадровые вопросы, то есть наполнение кадрами, потому что качества не будет, если кадры полностью не заполнены. То есть по обращаемости, по заболеваемости, по всем этим критериям. Но результаты определенные есть в течение вот этого полугода, которые работаем. Я считаю, это не только, скажем так, моя заслуга, это заслуга коллектива, потому что все демографические показатели мы, в общем-то, держимся, скажем так, те показатели, которые были хуже, они улучшились. И средние демографические показатели по республике, мы их идем в хорошем темпе. В хорошем темпе, да. То есть в этом плане. И, конечно, те критерии, которые для вот этих вот качества и доступности, это, естественно, информатизация в первую очередь, да, то есть в этом плане мы тоже работаем. Оперативность — это взаимодействие поликлиники и стационара, скорой помощи. То есть если вот эти основные моменты, которые, то есть в эти области первичное звено, в эти области я, конечно, первоочередные задачи перед собой ставил, и какие-то определенные результаты уже ближайшие появились. Ну, это по части информатизации. Довольно давно, можно уже сказать, это не новинка, да, появились электронные очереди, информаты и запись по телефону единого портала. Да. Насколько вообще успешно внедряется? Все-таки определенное время прошло, можно какие-то результаты, подвести какие-то итоги, да? Насколько я знаю, висели даже объявления, что там только по записи, и все равно очереди сохраняются, в частности, у кабинетов терапевтов и педиатров, самые такие вот посещаемые. Сейчас также это как бы это форсируется именно внедрение электронной очереди или очереди по записи? Очередь по записи, допустим, по той же, по терапевтам, допустим, да, очередности, как раньше было там в течение месяца, 3 недель, такого уже нету. То есть в основном мы стараемся в течение дня эти все очередности, то есть в настоящее время, на сегодняшний момент, очередь к терапевту только на завтра, и все. По узким специалистам чуть больше, но не более 3 дней. Вообще даже во всех совещаниях и во всех тех моментах очередность не должна быть более месяца в любом случае, потому что уже смысл теряется. То есть в нашем учреждении в настоящее время, я вам сказал, на сегодняшний день перед приходом на передачу я специально просил у замглавного врача поликлинической службы, она мне ответила, что вот так.
То есть... Ну вот, и насколько я знаю, по телефону единого портала можно записаться к педиатру, к терапевту, в женскую консультацию, да, к узким специалистам такой записи не производится. Вообще есть такое в планах у Министерства здравоохранения внедрить и вот дальше это? Конечно, конечно. В этом плане будет в дальнейшем и продолжаться. В Министерстве здравоохранения, во-первых, создан специальный орган по информатизации, и мы по плану это все будем отрабатывать. Это опять же в плане доступности населения к медицинской помощи. Мы продолжаем задавать вопросы. Друзья, 51494 и 51495 это телефоны прямого эфира. Наша группа ВКонтакте, телекомпания СТВ Сибай. Ищите нашу группу в соцсетях и пишите свои в комментариях, пишите вопросы, ну, может быть, какие-то свои мысли. Ну, а мы возвращаемся сюда, к вопросам. Мне 27 лет, проходила в этом году диспансеризацию, попросила у участкового терапевта направление на сдачу онкомаркеров. Мне отказали, сославшись на возраст, слишком молодая. Сказали, что данное направление выдается только после 45 лет. Неужели сейчас, когда так выросло количество раковых заболеваний, а возраст пациентов онкодиспансеров снижается, я не могу сдать кровь на онкомаркер, чтобы исключить этот диагноз? Вот, честно говоря, мне тоже очень непонятна эта ситуация. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, в начале года онкомаркеры в стандарт обследования был у терапевта, как мы работаем, во-первых, по стандарту, то есть оплата идет учреждению по стандарту. То есть с начала года внедрение вот этих введений онкомаркеров было снято. То есть я думаю, что аргументация терапевта была именно по этому поводу. Нет, ну получается, выглядит это так. Я прихожу к врачу и говорю: вы знаете, вот у меня там столько друзей, да, и вообще я смотрю по телевизору, мне страшно. Я не хочу оказаться потом сознанием того, что уже четвертая стадия и так далее. Я хочу сейчас быть спокойно. Дайте мне направление, я пойду сдам кровь на онкомаркеры. И мне врач говорит: после 45 приходите. Ну, это, во-первых, я считаю, доктор поступила не совсем правильно, не совсем этично, да. Она, во-первых, должна была направить к онкологу, и онкологи сейчас впервые при обращении идет у нас как бы анкетирование. По анкетированию выявляется, может присутствовать онкозаболевание или нет. По онкомаркеру в данном случае надо было просто записаться к онкологу и свой вопрос, конечно, решить. Ну, то есть, в принципе, я могу обратиться к участковому терапевту с таким вопросом. Дальше уже будет какое-то перенаправление Конечно, и так далее. конечно, конечно. Хорошо, снят вопрос. Инвалид третьей группы. Я инвалид третьей группы, не получаю лекарства с 2009 года. Мне выдают те, что... Бесплатно, я так понимаю. Мне выдают те, что не подходят, требуют подтвердить в Уфе необходимость этих лекарств. Недавно там лечился в Уфе, и во всех выписках стоит запись о том, что мне необходимы именно те лекарства, которые прописаны, но опять же в Сибае я их не получаю. Алексей задает вопрос. Ну, я хотел бы, чтобы вот уважаемый Алексей связался, позвонил мне лично, можем завтра этот вопрос решить. А вообще у вас есть прием граждан? Прием граждан есть каждый четверг с 2 часов до 4. С 2 до 4 каждый четверг кабинет? Кабинет главного врача. Приемная главного врача. Так что, Алексей, милости просим, к Да, Хайдарьяновичу будет сразу же разрешение. Еще один вопрос наболевший. Компьютерная томография. Когда восстановится? Потому что, вот честно скажу, перед эфиром к нам очень много вопросов поступило именно вот этой направленности, потому что люди, ну, им и накладно, и, в общем-то, очень неудобно ездить в Баймак для того, чтобы пройти компьютерную томографию. Все упирается в деньги. Ну, в общем-то, да, в деньги. Но я хотел бы сказать, что мы, как я поступил на работу, в этом направлении мы работаем. И я хотел бы сказать огромное спасибо. Нас поддержал уважаемый Халид Хамзович. Да, то есть мы совместно с администрацией работаем в этом направлении. То есть есть сейчас и частно-государственное партнерство, да. То есть в этом направлении по бюджету мы постараемся, во всяком случае, решить этот вопрос в ближайшее время, потому что население должно получать специализированную
помощь. В общем, в этом направлении получается, что в данный момент, я могу сказать, 3 фирмы обратились по этому поводу. Да, мы сейчас с ними разговариваем. Там имеется в виду, конечно, ценовая позиция и в плане других моментов. Да. То есть и в Минздрав подключен. Я думаю, этот вопрос в ближайшее время... Но сроков опять вы не можете назвать. Ну, в данный момент нет. Но я думаю, что там есть еще другие моменты, кроме компьютерного томографа, но я не хочу об этом сейчас голословно говорить, потому что я думаю, у нас какое-то оборудование все-таки появится, которое даже в Заурале, во всяком случае, никогда не было. Ну что ж, продолжаем. Вот такой вопрос к нам в соцсетях поступил. Здравствуйте, не знаю, относится ли мой вопрос по компетенции именно к вам, но уверен, является наболевшим для многих мамочек Сибая. Моему ребенку уже почти 10 месяцев. Не могу сделать ни одной прививки, нет допуска от невролога. Делали несколько раз УЗИ, РЭК, но просят пройти курс лечения, повторить обследование на всякий случай. В итоге все затягивается на месяца. Отклонений в развитии у ребенка нет. Все в норме, куда обращаться, как добиться плановых прививок? Тоже я хотел бы, скажем так, потому что связанное с ребенком, давайте затягивать не будем. В 9 утра пусть подойдет. Вот уже завтра. Уже завтра подойдет. Вот это вопрос от Светланы Барышевой. Светлана, как видите, приемной ждем, да. Потому что, часов. Что касается детей, пожалуйста, да. Все это, да. Вы так вот относитесь к этому трепетно? Нет, конечно, потому что я работал очень многие года, более 10 лет простым врачом, я знаю, что это такое, особенно для мамы. Да. Невестка болеет 4-й месяц, диагноз позвоночная грыжа. 4-й месяц лечится на собственные средства. Ни разу не пролечили в стационаре, не выписали бесплатных лекарств. Вот. Вопрос не прозвучал, но я так понимаю, что с этим делать, да? Есть все данные. Давайте я, наверное, передам вам этот вопрос. Закия Мансуровна, знаете, что я передала главврачу ваш вопрос. И уже... Ну, Закия Мансуровна, я думаю, с вами я лично сам созвонюсь, и мы с вами этот вопрос решим в ближайшее время, опять же. Дальше. Очень часто звучат жалобы на то, что карточки пациентов теряются. Вот мне не приходилось с этим сталкиваться, слава богу, за все это время моего существования. И все-таки я знаю, что довольно часто, не только в нашей больнице, во многих, но мы говорим о нашей конкретно, теряются карточки, и при этом, когда ты приходишь в регистратуру, тебя же и заставляют. Сходите там поищите, сходите здесь поищите, хотя я точно знаю, что я отдала ее в регистратуру, там же какая-то ответственность должна быть или еще что-то. Вот и, насколько я понимаю, сейчас существует все в электронном виде. Есть ли вообще необходимость в этих картах? Возможно, вот ну, опять же, когда я вот в начале выступления говорил, да, ну, во-первых, в основном карточки теряются, когда пациент сам забирает, я могу сказать. Не то, что там, если он в регистратуре находится, то обычно он там и находится. Поэтому в этом плане, я думаю, опять же, со стороны Министерства здравоохранения в ближайшем будущем планируется внедрение единой карты пациента больного, это вот, скажем так, тогда, я думаю, вот эта проблема решится. А что это такое единая карта пациента? Это вся, скажем так, при попадании в больницу, начиная с детства, да, вся эта информация будет заложена в электронном виде. А как же будет тогда вот с анализами? Мы же вот получаем направление, сдаем, потом эти вот листочки там читает врач. Это все будет заноситься? Это все будет заноситься. Это... Ну, мне кажется, надо медсестер штату увеличивать раза в 4, потому что это же огромная работа. Вот это все, во-первых, уже имеющиеся данные внести, да? Потом еще постоянный поток пациентов эти данные вносить. Вот вы сами как врач, вот как работающий в этой системе, как вы оцените, вообще такое возможно в ближайшее время? Ну, я думаю, что, во всяком случае, есть, вот, если раньше была просто регистратура, да, я вам опять же сказал, да, если были очередности там месяцами, да, до полугода доходило,
то сейчас в связи с внедрением вот этих моментов, начиная от информатов, кончая, да, вот эта очередность как бы исчезает. Я думаю, ну, есть положительные моменты, есть отрицательные, но я думаю, больше будет положительных. То есть здесь не надо будет где-то самому искать, что-то находить, там, лет 10 там назад, что, допустим, у пациента было, это все будет видно, и будет легче и врачам, им, и постановке Нет, ну, диагноза. понятно, что в век информационных технологий уже все должно быть в цифровом виде. Да, Ну, будем но надеяться. здесь еще я хотел бы сказать, я думаю, даже вот сейчас операторы, допустим, бывает при медицинских учреждениях, они все это могут очень быстро сделать, и, как говорится. А вот вы сами уже несколько месяцев управляете Центральной городской больницей. Как вы считаете, где самое слабое звено вот сейчас? На каком этапе? Ну, я бы не хотел, как бы, вот это, как бы, слабое звено, но в первую очередь, конечно... Ну, самые большие проблемы в какой сфере? В сфере педиатрии, неонатологии, да, там младенчество, как вот это, пренатальные это роды, да, или где уже терапевты на этом этапе, или хирургия, узкие специалисты, неврологи, где вот вы считаете самое такое вот больше всего требуется специалистов, оборудования, вот что, как вы считаете? Ну, это в первую очередь, конечно, вот опять же я говорил, я акцентирую на первичное звено, да, которое... Первичное звено – это педиатры и терапевты. Педиатры и терапевты, да, потому что все-таки диагноз ставится на этом уровне. И, естественно, высокие технологии. Высокие технологии. Ну, будем надеяться, что как-то будут эти решаться проблемы. По части вот узких специалистов, Башкирский государственный медуниверситет в очередной раз выпустил десятки специалистов, узких в том числе. Пополнился ли штат Сибайской горбольницы узкими специалистами? Вообще специалистами? И вот сюда же вопрос такой, когда у нас появится свой психотерапевт? Во всех городах есть, кроме Сибая. 10 лет как ждем при такой-то сложной жизни. Все понятно. Я считаю, что это очень такой даже помогающий. Я, конечно, хотел до последнего, но я могу сказать то, что, во-первых, специалистов у нас в этом году пришло 17. Из них более около 10-9 это молодых специалистов, именно узких. Пришли в первую очередь, я могу даже их перечислить, в том числе психиатр, нарколог, акушер-гинеколог. То есть вот эти как бы хирурги, детские хирурги. То есть в этом направлении как бы у нас есть уже подвижки есть, да. Ну вот я знаю, что вообще раньше такая практика существовала, и она существует до сих пор, когда предприятия, да, в профильных вузах или СУЗах держат на контроле студентов, да, и интересных им студентов они там приглашают к себе. И ведется какое-то сотрудничество вот вас, как главврача, с университетами медицинскими? Ежегодно, когда происходит выпуск, что лечебный факультет, что педиатрический, что фармацевтический, мы делаем выезд и совместно с университетом делаем отбор. Я могу сказать, что вот в этом году как раз почему специалисты и появились, потому что мы как бы их пригласили, и даже были там целевики, поэтому им как бы наш город больше понравился. И я думаю, это... То есть есть такая перспектива к тому, что кадровый голод будет решаться. Насколько я знаю, в прошлом году укомплектованность горбольницы составляла 60%. Сейчас как? Сейчас чуть больше. Все-таки чуть больше. Больше, да. Ну, время бежит очень быстро, эфир пролетает, поэтому давайте быстренько попробуем ответить на вопросы. Пенсионерам начали делать прививки от гриппа. Будут ли они бесплатные? Сейчас я хочу сказать, да, по поводу психотерапевта, потому что не недоответил, да. У нас планируется организация психотерапевтического центра, и я думаю, в ближайшее время об этом переговоры, разговоры ведутся, опять же. Вот это очень интересно, это вот прям отдельная тема. Да, я думаю. Надо будет поговорить.
Про прививки. Будут ли делать пенсионерам бесплатные прививки от гриппа? В общем, есть перечень категорий граждан, которым будут делаться бесплатно прививки от гриппа. Это в первую очередь, естественно, отдел образования, то есть учителя, дети, в детских садах, то есть в массовых скоплениях людей. Это бюджетные организации в основном, им, конечно, будут делать бесплатно. А пенсионерам? Ну, пенсионерам тоже частично. Уже если останутся средства, конечно, я конечно, понимаю. конечно, да. Так, дальше. В 2014-2015 году лежала в кардиологии. Всегда была очередность. Когда оказывалась на больничной койке, в палатах лежало мало пациентов. Почему тогда говорят, что очередь, приходится ждать? Я так понимаю, говорят, что... Да, противоречие. Но получается противоречие. Говорят, что очередь, а когда, собственно, в больнице очереди нет. Ну, здесь, во-первых, определяет очередность как таковой. Я, опять же, говорил же о том, что поликлиника и стационар. Сейчас такого нету, они все заполнены. То есть и отбор ведет заведующий отделением. Ну вот тут не только вопросы есть. Кстати, удивительно, что нет, очень много нареканий нет, но есть вот благодарности. У меня живет подруга в Италии, обратилась за помощью госпитализировать ее маму в больницу на стационар. Обратилась от имени Аметовой Саимы к Азамату Хайдарьяновичу. Вопрос был решен оперативно. Спасибо. Еще такое нам пришло сообщение. Учились с Азаматом Хайдарьяновичем в Баксу на президентской программе. Айдар Янышев прислал. Во время учебы показал себя эрудированным современным специалистом. Именно такие люди нужны нашей медицине, чтобы поднять ее из ямы. Удачи ему, смелости и упорства. Ну, присоединяюсь вам. Удачи, смелости и упорства. И вот такой вопрос. Ходили с внучкой в женскую консультацию. Внучка ждет ребенка. Скоро родить должна. Всюду информация о том, что даются беременным бесплатные лекарства. А в аптеке отвечают, что бесплатных лекарств не дают, так как не заключен договор. С лета ходим, до сих пор нет бесплатных лекарств. У внучки низкий гемоглобин, лекарства дорогие. Когда разрешится вопрос? Ну, я думаю, здесь опять же индивидуально будем подходить. Единственное, вот по лекарственному обеспечению бывают моменты, когда мы работаем по ФЗ-44, то есть проводим торги. В ближайшее время вот по поводу вот обеспеченности, естественно, мы это все обеспечим. Вот иногда бывает, что торги не состоявшиеся, поэтому повторно вот иногда бывают задержки. А в плане обеспечения, если пусть подойдет или ко мне, или, как говорится, в поликлинику, там вопрос, я думаю, решим. У нас в терапии лежат люди, страдающие алкоголизмом. Не совсем комфортно лежать в одной палате с такими больными, особенно пожилым. Нельзя ли их в отдельную палату? Ну, вы знаете, я вообще не разделял бы людей, вообще пациентов, да, там алкоголики или еще кто-то, да. То есть пациенты для нас одни и те же, и они все одинаковые, поэтому помощь и те мы должны оказать. Поэтому здесь, конечно, момент такой. Но здесь только терпимость проявить, потому что все-таки алкоголизм это тоже болезнь, ничего не поделаешь. Да. На протяжении года довольно часто возникает проблема с пленкой для рентгена. Сама сталкивалась. Вот с чем это связано вообще? Вот почему? Никогда вроде такой проблемы не возникало, и как она решится, когда, в какое время? Ну, в плане пленки я могу сказать, опять же, я не хочу все, скажем так, связывать с торгами, но в первую очередь сейчас поставщики тоже бывают, все-таки кризис. То есть иногда те, которые контракты у нас были заключены, получается срыв вот этих. То есть не могут поставить, из-за этого возникают такие проблемы. Но я думаю, в ближайшее время мы как-то определимся, потому что уже вот я могу сказать, пленка вот сегодня, завтра уже, допустим, если на сегодняшний момент она будет, и по торгам тоже в ближайшее время, я думаю, разрешится, и до конца года это все хватит. Ну, опять же, будем надеяться на это. Вообще, я просто могу сказать, такого, чтобы в больнице пленки вообще не было, такого еще ни разу не было, потому что к экстренным, к определенным моментам... Нет, ну оно понятно, да, что да. Врачи так и говорят, что да, вы потерпите, она как-то про запас держится, ну,
ну... Не то, что про запас, я считаю, больной он должен получить, во-первых, Хорошо, давайте так, чтобы сами люди хорошо понимали, что считается экстренным больным. Вот кто точно может рассчитывать в условиях дефицита этой пленки на то, что... Ну, во-первых, я могу сказать, что вот этого дефицита, как я вам сказал, уже сейчас его не будет. То есть с завтрашнего дня, послезавтрашнего дня этот дефицит, это как бы вопрос уйдет сам по себе. Такой у меня вопрос. В прошлом году, и мы, в частности, делали очень много материалов про Сибайский роддом. И очень много звучало нареканий как к условиям для пациентов, так и к персоналу. Сейчас какова ситуация, какова обстановка? Я знаю, что вот там был проведен ремонт. Были ли какие-то изменения, такие глобальные, может быть, появились во всех палатах душевые кабины? Но больше всего, конечно, жаловались мамочки на отсутствие приличного душа, цивилизованного. Ну, понятно, это, конечно, все-таки материально-техническая база, я могу сказать, да. В этом направлении мы, конечно, будем работать, но, как вам сказать, в том плане, то, что, вот, допустим, есть трудности, есть моменты, которые мы будем решать. И в первую очередь, опять же, я повторюсь, это будет на младенчество, направлено на детство и младенчество. Ну, вот вы говорили о том, что пришло очень много, может быть, вы назовете хотя бы тех специалистов, которые вот сейчас пришли, чтобы люди узнали маленечко. Ну, как бы я не хотел рекламой заниматься, да, вот если честно, да, потому что придите, посмотрите, убедитесь в том плане, потому что любой доктор, опять же, я хочу сказать, огромное спасибо коллективу, то, что оно поддержало и она работает. Есть, конечно, моменты, но я думаю, это единичные моменты. В основном коллектив сплоченный, я думаю, они как бы свою функцию, свою работу выполняют в полном объеме. Ну что ж, хочу сказать, что, увы, время уже пролетело быстро, и в рамках одного прямого эфира все вопросы обсудить невозможно. Надеюсь, что мы не в последний раз с вами встречаемся и будем уже более тесно сотрудничать. Еще раз представляю, друзья, сегодня в гостях в студии Сибайской студии телевидения был Азамат Хайдарьянович Ахмадуллин, главный врач Центральной городской больницы. Может быть, коротко какие-то пожелания сибайцам? Ну, я хотел сказать огромное спасибо людям, которые живут здесь. Город очень красивый, люди очень общительные, коллектив у нас тоже такой сплоченный, скажем так. Я бы хотел, чтобы люди все-таки своим здоровьем больше уделяли внимания. То есть те вредные привычки, занимались спортом, просто занимались своими детьми, скажем так, были все активными. Ну, что можно еще ожидать от врача? Друзья, увы и ах, программа «Крупным планом» подошла к своему завершению. Всего доброго, Азамат Хайдарьянович. Спасибо. Ну, а мы с вами встретимся ровно через неделю в этой же студии и поговорим о налогах. До свидания. До свидания.